я, так скажем, говорю, что только внутри, только внутри. По территориям, которые будут, как бы, присматривать, пока мы пойдем походом на Москву. Это я вам постоянно об этом говорю. Именно. Вот только таким образом. А плацдарм Украины, Дуслар, мне кажется, мы уже потеряли. Мы уже конкретно опоздали уже. Уже не надо тут даже обманывать себя. Если даже что-то будет, там, у нас уже нет шансов в Украине. Ну, значит, безге на всякие был мамбу. Насыпал мамбу. Потому что мы телимся долго. Нам надо быстрее чекатиться, чтобы какой-то плацдарм поймать. А мы уже и готовые плацдармы даже мы теряем. Да, может, это как-то звучит как-то со моей стороны как-то неприятно. Украинцам, может, это слышно будет. Но у нас нет другого варианта. У нас реально нет другого варианта. Мы в Куандыкский коридор воткнуться. Это значит, только надо договариваться с Казахстаном. А с Казахстаном, сами понимаете, как мы договоримся, если у нас нету, как говорится, общего какого-то знаменателя. Башкортостан и Татарстан, Дюкбер, какое-то принципиальное какое-то движение даже не можем мы собрать. Одно единственное какое-то движение, чтобы оно могло сказать так Казахстану. Так, Казахстан, Дуслар Туранлар, нам нужен плацдарм. Вы, как говорится, не видели, мы вас не видели. Нам надо войти в Куандыкский коридор и раздолбать, как говорится, наше правительство. Вот этот процесс нам нужен. Далеко бегать не надо. Я вам и теребил об этом постоянно через Крым, туда-сюда, какие-то разные методы мы уже перепробовали, ни хрена ничего не получается. В идеале, можно было бы, если бы у нас 50 тысяч армии была бы в данный момент, пока мы это говорим в течение года, то мы могли бы сейчас присоединиться к Курску, к украинцам, и мы не то что Курск выбили бы, мы все подряд выбили бы, до Москвы дошли бы, если надо. Понимаете, мы нашу ловерны мы упустили. Упустили раздолбать Москву. Давайте пойдем дальше. По новостям пройдемся, наверное. А вот здесь вот закидывал одну вещь еще, сегодня слушал. Тоже можете посмотреть, ДВ новости. Удивительный идиотизм, конечно, и удивительные мысли у них. Если Россия победит Украину, сценарий немецкого эксперта «Геофактор». Что будет, если Россия победит? Возможный сценарий окончания войны против Украины описал в своей новой книге один из самых известных немецких военных экспертов, профессор университета какой-то, и так далее. Там надо заходить, там полчаса, бла-бла-бла. Но в итоге, оттуда вырвем кое-какие, то, что я запомнил, моменты. Как он говорит, что, оказывается, узкожопые могут забрать город Нарву, типа, допустим, да? И в этот момент, может быть, только точечное какое-то препятствие могут сделать Евросоюз. По его словам. Но это тоже, это бла-бла-бла европейского народа. Потом он сам прям это говорит. То ли ведущий говорит, я так и не понял. Обычно я включаю и слушаю, и что-то делаю по домам. Я прям так не смотрю на них, кто что говорит. И вопрос задает примерно вот от этого я, наверное, понимаю, кто говорит, что типа пока в Европе, вот так сказать, их слова чуть-чуть давайте переделаю по-нормальному, пока им в жопу, как говорится, автоматом не сунешь, европейцам, а особенно вот этим немцам, они, оказывается, не рыпнутся против Москвы. Ничем. Ни на каплю. Это получается, они ждут, пока, как говорится, раздолбают Украину полностью, дойдут до границ Польши, потом, может быть, они проснутся. Это слова вот этого эксперта чертова. Тут каждый второй эксперт, узнал, точнее, военный ты, не военный, я поражаюсь над моментами вот этими, что эти слова исходят от немцев. Немцев, которые, уроды, в какое-то время, 80 лет назад, да, грубо говоря, напали, так скажем, на СССР. Но в то же время, конечно, мы опять-таки страдали. Обычный народ. И после этого, если у них нету такого, точнее, у него, у этого чувака, который писарь гребаный, нету такого момента, что нападение будет или не будет, то, Буларна, пешмяка толк я развитие безаларна. Недоваренные курицы. Получается, от Европы мы можем ожидать только денежную и военную помощь. Нам их помощь человеческого образа или движухи, как Путин сказал, нам не нужно. Нам не нужны их вот эти экспериментальные какие-то тезисы, которые они нам вытаскивают, бла-бла-бла. У нас таких хватает, балаболов. Житярлик. Один из них вот я вам постоянно говорю, а пока ничего не можем сделать. Толк от этого, да? Поэтому вот это теоретические какие-то эксперты, которые, так скажем, словесно только могут лялякать, само собой, нельзя сказать, что Германия не помогает Украине, мы не можем сказать. Вот именно, помогать могут только баблом. Но и то не всегда, и не во все время. Потом второе, то, что самое убило меня вот это. Короче, когда войдет Украина в Европу, не войдет, это какой-то второстепенный вопрос. И в этот момент самый главный вопрос, и в то же время и ответ гнилой. Европейцы, которые говорят, оказывается, что помочь сейчас Украине насчет войны и так далее, да, ведь, и в тот же момент тратится вот это, помните, 2%, потом от 5% надо увеличить военный расход, Европы. Как Трамп им постоянно говорит, увеличить свое, так скажем, расходы, на военные эти нужды. Если они это будут делать, через какое-то время, как полгода остановка войны, через полтора года, если Путин нападет, там, теория, не нападет, теория, то немцы, он за немцев же говорит, он же как бы Швайхендойч, и вот поэтому он говорит, могут остановить. Нахрена, они скажут, если Путин не нападает, то расход делать на это оружие. Но вот Польша и Литва, Латвия, Эстония, они так не думают. Потому что они, с врагом рядом живут, как и Украина. Вот этот момент гнилости Европы и показывает тому, что беспечность их до такой степени, это что украинцы, башкортлар, татарлар, кто там дохнет, им до лампочки, пока их дом не горит, пока их хату не пришла беда. Им похрен, моя хата с краю. Типа того. После этого, я к чему это вообще говорю?
к тому, что Башкортостан и Татарстан да шулук проблема. Та же проблема и у нас. Нам никто не поможет. Поймите, если мы сами себе не поможем. Нам не помогут. Если мы вот эти моменты, если вы даже вам не интересно слушать, но я вам пытаюсь это доносить, я слушаю, потому что мне это интересно. Я вам примерно доношу от своего имени, как мне дошло. Если не верите, сами зайдете, послушайте, там полчаса фигня. В машине едешь, можно прослушать. Что я хочу сказать? Что европейцам, я вам об этом даже на улице везде говорил, всегда вон туда-сюда хожу, да, что гуляют, живут, просто жизнь протекает как есть. Им не нужно ничего такого, чтобы беспокоиться. Подавно американцам. Подавно вот этим трампистам, этим уродам всяким. Понимаете? Оларға только окша керек. Расход им не нужен. И добавлю, если украинцы тут есть, украинцам отдельно. Украинцам я в тот раз тоже говорил, не нужно вам ходить в Европу. Не нужно. Не нужно быть Европейским Союзом. Почему? Потому что это, в первую очередь, это не по-мужски. Второе. Нужно строить свою независимость. Независимая Украина. Независимая. Нахрена, как говорится, вы будете умирать за европейцев. Допустим, эта мысль пришла мне недавно. Допустим, вы сейчас первая армия на земле. У вас на сравнении с вами сейчас в данный момент пока никого я не вижу. Одни какие-то тролливали. Всякие террористы, игилы, всякие хрень на земле расползлась. Вы уже как бы боевые люди. Когда если что-то произойдет в узком мире или здесь в Европе кто-то нападет, кто первый пойдет? Если вы войдете в Европейский Союз, вы пойдете первыми. Нахрена вам это нужно? Вам это надо? Когда у вас беда, вам кто-нибудь приехал? Никто. Никто за вас не хочет умирать. Вот сегодня как раз я шлялся на улице, почему яйца? Я не могу понять, я так и не понял, почему везде яйца. Но я потом дошло до меня, что какой-то манифест был. Хз, что было. Но мне кажется, была какая-то хрень, это молодежь, студенты, конечно, были, больно мелкие люди выходили там, очень молодые вообще, там, 15 лет, может, 20 им. Думаю, может, было такая хрень, и не могу сказать, конечно. В такие моменты бывает тоже. Не посылать войска в Украину. Но это то, что было, я не могу сказать, что. Я вам просто пример привожу. Не посылать войска с Франции в Украину. Это такое было, тут звучало. Не хотят они умирать за Украину. Поймите это. Я вам это в тот раз тоже говорил, 1000 раз я вам постоянно говорю. Им не нужно, здесь тишина, альхамдулилля, порядок здесь. Поймите одну вещь, украинцы, что за вас, вдруг, если даже кто-то будет умирать, это может мы будем умирать. Это так, нечаянно и то тоже. Потому что мы пойдем, если бы, конечно, уже не пойдем, может, я не знаю уже, пошли бы через вас, как говорится, долбить Москву. Вот в этот момент интересно нам будет. Но с Европы вы никого не ждите. Как посчитали, 30 тысяч армий вам ни на один зуб не хватит. 30 тысяч армий. Из узкожопых там минимум миллион идет. Просто эти новобранцы 1 800 000, 2 миллиона в узком мире. Просто 2 миллиона. А у вас от силы сказали 600 тысяч у вас. От силы. А так 450. От силы 600. Ваших. Все, вот на всю Украину в данный момент. 600 откуда-то нагребли. Этот старые, молодые, все подряд у вас там. Кипиш, короче. И тут европейцы дают 30 тысяч, блин. Что это нахрен, блин? Это же идиотизм полный, блин. Я думаю, 30 тысяч из Башкортостана, с Татарстаном мы легко вытащим. Легко 30 тысяч вытащим. Если только нам вооружение нам дадут. Я думаю, любой из Башкортостана, Татарстана согласится пойти со мной против Москвы. 30 тысяч, я думаю, я наберу легко. Но если вся Европа, 28 стран, предлагает 30 тысяч армию для милитаризации территории, типа подушку безопасности или как там, блин, вот это хрень. Это позор. Это позор, блин. Если в Англии 75 тысяч говорят, в Англии 75, вся армия. А в Турции, услышал, я охренел, блин. 460, что ли, говорят, блин. Короче говоря, или 400 тысяч армия какая-то у них образовалась. Считаю, откуда он столько набрал? Хз, блин. Вот представили, да? Значит, это вот дисбаланс. Значит, Башкортостан и Татарстан точно должен 100-тысячную армию иметь. В каждом. Минимум. На данный момент, а я не говорю там потом, после независимости. В данный момент, как это, муджахеды, мы должны пойти от 30 до 50 лет, 100 тысяч мы должны собраться, Туханлар. Не 30 тысяч позорных каких-то европейских, а 100 тысяч минимум должны мы собраться.